Стали известны имена первых финалистов Евровидения 2017. Из 18 стран 10 попали в финал. По традиции песенный конкурс открывает прошлогодний победитель. Но в этом году организаторы изменили правила. Кто прошел в первый полуфинал Евровидения 2017, расскажет Эльвина Сидбулаева. Они первыми увидели полуфинал Евровидения 2017. Люди возвращаются с генеральной репетиции, куда журналистов не пускают. Рассказывают, билеты им обошлись от 200 до 2000 гривен. С фаворитами уже определились. Дуже сподобалась Вірменія і Молдова. Вони показали елементи свого національного мистецтва. Я специально из-за Джамалы я пришла на этот концерт. Мы заплатили очень большие деньги, да. Сколько вам обошлось? По 2000. Джамала, конечно, восхитительна. Это просто нет слов для выражения. Обалденная песня, новая песня, костюм очень красивый. Только очень жаль, что она не открывала концерт. Очень жаль. Мы купили флаги, и еще моя подруга купила венок. Лично мне нравятся представители Кипра и Норвегии. А вот моей подруге конкурсант из Швеции. А в прошлом году фавориткой была Джамала. Ближе к началу полуфинала люди спешат на концерт. В руках держат плакаты Украины и страны, которую пришли поддержать. Чтобы добраться до Украины, я ехал через Германию. Надеюсь, что Италия выиграет финал. Но сегодня буду голосовать за Словению. Украина хорошо подготовилась. Думаю, украинская группа займет достойное место. Купляємо на ходу, квитки отримали як учасник бойових дій. З радістю йдемо підтримати наших. У меня когда-то был хороший знакомый португалец, очень одарованный, такая экспрессия, эмоции. Ну, я надеюсь, что тут будет то же самое. Евровидение 2017 открыл певец Монатик. Хотя по традиции песенного конкурса его должна была открыть песня прошлогоднего победителя. Однако организаторы в этом году изменили правила. Джамала – крымская татарка, украинская певица. В прошлом году с песней «1944» принесла Украине победу, а Киеву – Евровидение. Когда поменялся шоу-продюсер, был Стюарт Барлоу, потом поменяли на шведа, который работает последние 1,5 месяца, например. Нам просто сказали, что номера открытия с Джамалой не будет, и она будет петь в конце 2 композиции. А вчера выяснилось, что одна из этих композиций будет в рекламную паузу, поэтому по телевизору будет только одна. Никто ничего не объясняет. И вот просто сообщают, что вот так вот. В первом полуфинале приняли участие 18 конкурсантов. Первым на главную сцену вышел певец из Швеции Робин Бэнксон. Он представил песню «I can not go on». В переводе «Я не могу дальше идти». Конкурсант вышел на сцену не один, а с 4 танцорами. Участница из Грузии Тамара Гачичеладзе поблагодарила Украину за гостеприимство и сказала, что сейчас страна показывает пример настоящей борьбы за независимость. Выступление конкурсантов длилось 2 часа. Победителями первого полуфинала Евровидения 2017 стали Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Люди хоть и не понимают слов, но они ощущают музыку. Это показывает, что музыка универсальная и объединяет весь мир. Конкурс изменился, из поп-музыки перешел в альтернативную, экспериментальную. На закрытие полуфинала Джамала исполнила песню «Заманили», написанную совместно с группой Даха Браха, а также симфоническую версию своей победной композиции «1944». Завтра стартует второй полуфинал. На нем Украину представит группа «Оторвальды». Эльвина Сидбулаева, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР.